Друзья, здравствуйте! Сегодняшняя тема, она очень близка к тому периоду жизни, который мы с вами прожили буквально совсем недавно. Это был месяц Рамадан. Сейчас уже наступил следующий месяц, и мы уже активно живем в светском обычном апреле и в мусульманском месяце Шавваль. А сегодня хотелось бы вспомнить, что такое Рамадан и почему быть мусульманином в принципе прежде всего для нас, светских людей, которые привыкли жить обычной жизнью в обычной суете, почему быть мусульманином на самом деле очень полезно. Полезно для здоровья, полезно для нашего духа и полезно на самом деле для всех сфер жизни, чем бы мы ни занимались. Рамадан – это большой подарок мусульманам, потому что то, что мусульманин делает именно в месяц Рамадан, можно сказать, закладывает основу его физического и психологического состояния на целый год вперед. У Рамадана есть подарки. Какие? Конечно же, это чтение намаза, желательно 5 раз, если делать все по-настоящему. Таравих, чтение Корана, конечно же, благие дела и благие намерения, очищение тела и духа. Ислам – это вообще религия чистоты. Очень важно, чтобы было чистым и тело, и чтобы был чистым дух, чистыми были намерения. Это духовное очищение через аскезу, через контроль себя, через контроль своих эмоций, действий, каких-то, может быть, позывов сделать что-то, что будет чем-то сомнительным. Безупречная нравственность и мораль – это понятно, это безусловно и категорично, да? Особенно в месяц Рамадан. Укрепление веры в Аллаха, а это значит, ты становишься с каждым днем, с каждым намазом все более покоренным, да, Аллахом. То есть кто такой мусульманин? Это человек, преданный Аллаху, да? Это человек, который все делает бисмилляхи рахмани рахим и с именем Аллаха, да? Что еще происходит в месяц Рамадан? И это, конечно же, трансформация сознания. Если человек держит уразу, держит пост и делает все важные вещи, которые прописаны в месяц Рамадан, то, безусловно, идет трансформация сознания. И человек входит в месяц Рамадан одним, а выходит уже немного другим. И, конечно же, он чище, добрее, лучше, осознаннее и так далее. Пост в еде – это не самое важное, вы это прекрасно понимаете. Это сложно, непросто, но это не самое важное. Это можно чем-то возместить. Можно накормить постящихся, да, можно сделать, может быть, какой-то вечер разговения. Можно возместить эти дни после Рамадана, если вдруг заболели или что-то еще произошло. Пост в еде – это не самое важное, но именно пост в еде позволяет человеку понять ценность каждого продукта и необходимость каждого продукта в питании. Когда я держала уразу, я смогла спокойно жить без кофе. Я меньше пила чай, я вообще отказалась от кофе. Я полностью отказалась от всего, что не несет организму витаминов, минералов, нутриентов и чего-то важного и полезного. Не хочется тратить пространство желудка и не хочется тратить свои силы на то, что будет портить твое здоровье, правда же? И здесь уже идет речь не об удовольствии, не о каких-то пристрастиях. Ой, я не могу без сладкого, ой, я не могу без кофе. Можем. Мы можем обходиться без всего вредного, без всего, к чему мы как зависимые люди привыкли и считаем это обязательным каким-то ритуалом. Выпить кофе, выпить там энергетик и что-то еще. Съесть булочку, конфетку, шоколадку. Почему-то говоря, как говорят мои клиенты, ой, ну я совсем не могу обойтись без сладкого. Нет, ну как можно жить без сладкого? Да я с детства сладкоежка, ой, на мне не работают диеты. Нет осознанности. И вот именно во время месяца Рамадан осознанность в еде, она становится вот номер один. То есть вы садитесь за стол осознанно,
понимая, что все, что вы съедите, это ваше здоровье, ваши силы, ваша энергия, ваша способность принимать решения, ходить, думать, водить автомобиль, если водите, ходить на работу и вообще как-то размышлять о жизни. Отказ от вредных привычек. Ну, здесь, собственно, о чем говорить. Это должно происходить всегда. То есть намаз, он, в принципе, предполагает, что ты отказываешься от вещей, которые запрещены. И, естественно, месяц Рамадан – это возможность отказаться от вредных привычек. Это шанс отказаться от вредных привычек. Потому что, опять же, как говорят некоторые из моих знакомых, кто держит уразу, они вдруг поняли, насколько лучше они себя чувствуют, отказавшись от еды на целый день и от воды. И они не курят, потому что если еще и курить на голодный желудок, то становится очень тяжело. И отказываясь от курения, вот на время намаза, на время поста, они осознали, насколько зависимы от вещей, которые их убивают. И вот проходит месяц Рамадан, человек смотрит на мир по-другому, у него очищаются легкие, очищается дыхание, мысли, и он понимает, что он избавляется от зависимости. Поэтому смысл месяца Рамадан, он настолько глубок и широк, что он действительно дает возможность отказаться от всего лишнего, от всего, что ни человеку самому, ни окружающему пространству не приносит никакой пользы, даже вредит. Еще один момент – это усмирение эмоций. Как психолог я сразу скажу, что большинство проблем, которыми мы страдаем, тревожность, панические атаки, проблемы в отношениях, какие-то навязчивые мысли, какие-то поступки, о которых мы жалеем, все это основано на том, что мы не умеем контролировать свои эмоции, мы не умеем справляться с ними. Более того, мы даже назвать эти эмоции не можем. Спроси человека, что ты сейчас чувствуешь, и он не всегда ответит. Он будет, не знаю. Мы не умеем называть эмоции, и мы не умеем их проживать. Мы не умеем понимать, что мы сейчас проживаем. И вот именно в месяц Рамадан, когда нам важно не впадать в гнев, в агрессию, в злость, не говорить ни о ком ничего плохого, только хорошее, контролировать речь, контролировать свое настроение, контролировать свои намерения, здесь происходит глубокая психологическая терапия. Она так может называться – самотерапия. Да? Самотерапия в месяц Рамадан. И это происходит с мусульманином в месяц Рамадан. Он оказывает сам себе терапевтическую помощь контролем, усмирением эмоций, вот этой аскезой, отказом от всех удовольствий на время светового дня. Это очень полезно и очень важно. Смирение и дисциплина. Чем мы в основном страдаем? Нам трудно смириться и с обстоятельствами, и с какими-то задачами, и с какими-то трудностями. Мы начинаем воспринимать все как конец света, в кавычках, конечно, да, мы начинаем воспринимать что-то как трагедию, а оно таковым, естественно, не является. И вот если у нас будет это смирение и понимание, что все, что должно произойти, происходит по воле Аллаха. И я, как человек, могу это понять, принять, осознать, может быть, исправить, может быть, просто понять, что больше я так не сделаю никогда. И опять же, именно в месяц Рамадан вот этот самоконтроль, усмирение эмоций и дисциплина дают вот это смирение. Не с плохой точки зрения, с хорошей точки зрения. Смирившийся человек с хорошей точки зрения, он спокоен, он понимает, что бы ни происходило, он справится. Что бы ни приготовила судьба, окружение, какая-то рабочая обстановка, он справится. То есть мы в месяц Рамадан действительно становимся сильнее как личности. И есть еще одно практика спокойствия и принятия. Это все идет вот от этого усмирения эмоций, да? Практика спокойствия и принятия – это снова понимание, что Аллах не даст тебе
таких трудностей и проблем, с которыми ты не справишься. Поэтому ты спокойно принимаешь то, что приходит к тебе в жизнь. В месяц Рамадан мы, конечно же, совершаем регулярные намазы. Я сейчас немного отвлекусь и расскажу вам маленькую такую историю. Я увидела видео русского доктора, русского в смысле, она православная, русская женщина, человек, который занимается здоровьем желудочно-кишечного тракта. И вот она говорила, что, вы знаете, те дети, которые растут в мусульманских семьях и регулярно читают намаз, потому что в семье читают намаз, у этих детей нет проблем, например, с тем же желчным пузырем или с печенью. То есть это более здоровые дети с точки зрения желудочно-кишечного тракта. Это подтверждается еще одной вещью, которую я тоже нашла. Список упражнений, точнее картинка упражнений, которые важны и полезны для здоровья того же желчного пузыря, печени, кишечника. Вы знаете, там все очень похоже на то, что мы делаем, когда совершаем намаз. То есть идет массаж внутренних органов. Мягкий, нежный, но глубокий. Пожалуйста, еще, так сказать, 1 балл в пользу намаза и в пользу того, что мы являемся мусульманами. Что еще дает регулярный намаз? Снижается артериальное давление, улучшается работа сердца. Во время намаза мы успокаиваемся, да, мы даем себе такую передышку. И если это делается 5 раз в день, то это просто великолепно. 5 раз в день мы делаем легкий массаж внутренних органов, мы помогаем справляться со скачками артериального давления своему организму, мы улучшаем работу сердца и сосудов, естественно, а с этим вместе нормализуется уровень сахара, оздоравливается кишечник, обмен веществ нормализуется у нас с этим, у многих проблема, да? И естественным образом снижается лишний вес, потому что у нас появляется режим питания, у нас появляется режим намаза. И таким образом мы по нескольким параметрам, можно сказать, в комплексе улучшаем состояние своего здоровья. Но одним физическим здоровьем здесь не обойдемся. Есть еще и психическое здоровье. Уходит стресс и уходит такое, знаете, бывает у людей хандра, даже депрессивное состояние. Намаз позволяет нормализовать вот это состояние психики, когда человеку кажется, что все плохо, когда кажется, что все отвернулись. Вот эта передышка буквально минуты, но человек как будто бы находит свое собственное пространство в реальности, в которой он живет. Пространство, в котором он соединен с чем-то гораздо больше, выше и дальше, чем его собственная жизнь. Улучшается сон, естественно. Развивается эмоциональный интеллект. То есть, опять же, вот это смирение, успокоение, дисциплина, режим, все это, естественно, развивает эмоциональный интеллект. То есть человек научается останавливаться и говорить, что я сейчас чувствую. Не надо так себя чувствовать, надо сейчас улучшить свое состояние. И даже просто прочитав намаз, все можно сравнить. Состояние до, состояние после. И оно будет другим, оно будет лучше. Что еще дает намаз? Способность лучше концентрироваться. С этим сейчас глобальная, тотальная проблема у всех. То есть можно сейчас каждого диагностировать СДВГ, неспособностью концентрироваться, постоянным отвлечением, дислексией и так далее, и так далее. Очень много сейчас таких диагнозов. И вот у нас с вами на самом деле концентрация улучшается, потому что, читая намаз, мы концентрируемся на словах, мы концентрируемся на своем состоянии. И мы концентрируемся вот на этом пространстве, которое находится внутри нашей реальности. А что с этим еще происходит? Когда ты живешь вот в этой дисциплине, когда ты осознаешь, кто ты, какой ты, что ты можешь, как ты можешь, когда ты знаешь, что каждые 11 месяцев наступает
месяц Рамадан, и ты пройдешь его как настоящий дисциплинированный мусульманин? Что происходит, когда ты знаешь, что тебе предписано практически каждый день делать что-то хорошее, но иначе ты не живешь по предписаниям Корана, да? Мы всегда делаем что-то хорошее, какое-то добро, оказываем кому-то помощь. Чем больше мы оказываем кому-то помощь, чем больше мы кому-то помогаем и делаем добрые дела, тем выше наша самооценка. Когда ко мне приходят клиенты с проблемой самооценки, мы идем генеративным путем, то есть in general, да, по-английски можно сказать. То есть мы начинаем смотреть на жизнь и на этого человека со всех сторон жизни. Какие у тебя интересы? Что ты делаешь в течение дня хорошего? Кому ты можешь сейчас помочь? Что тебя делает более счастливым? Мы начинаем рассматривать человека с разных сторон и находить все, что дает ему радость. А чем больше человек испытывает радости, тем выше его самооценка. Чем больше он делает хороших вещей и кому-то становится полезным, тем выше его самооценка. И вот так, консультация за консультацией, шаг за шагом, так сказать, намерение за намерением, дело за делом, у человека постепенно меняется то, что называется самооценкой, хотя я вообще не люблю это слово. Самооценка у нас очень часто зависит как раз от того, как нас другие оценивают. И если человеку сказали, вот ты такой, сякой, там ни на что не годишься, вот тут у человека падает оценка себя, потому что его так оценили. Но если мы говорим чисто в таком обычном ключе, да, повышается самооценка. То есть человек начинает независимо от чужого мнения относиться к себе как к достойному, хорошему, созидательному человеку. Забыла сказать про то, как намаз помогает укрепить, представляете, скелет. Те движения, которые мы совершаем во время намаза, укрепляют наш скелет. То есть у нас идет активная работа суставов, позвоночника, плюс массаж внутренних органов. И все вместе улучшает состояние наших костей. И еще увеличивается мышечная масса. Да, конечно, это не говорит о том, что мы вдруг становимся бодибилдерами, но наши мышцы работают. И даже если ты просто делаешь 5 раз намаз, твои мышцы заняты. Ты сидишь, потом ты идешь, делаешь намаз, и ты словно сделал какие-то физические упражнения. А их может быть много, да, потому что ты 4 раката делаешь, например, трижды в день, и это уже неплохая нагрузка, учитывая, что у нас такой вот сидячий образ жизни. Как человек, который занимается расстройствами пищевого поведения и, собственно, нутрициологией, я хочу сказать, что во время месяца Рамадан, если вы держите пост, если вы держите уразу, конечно же, нужно думать о том, что, да, организм пребывает в состоянии стресса. Да, это очень необычно находиться 12, 14, а то и 19 часов без еды и без воды. Что в это время важно? Вот если вы в следующем году соберетесь держать уразу, то подумайте над тем, что не только рацион нужно пересматривать, да, но и вообще понимать, насколько натуральные продукты, насколько они халяльные, отказаться от консервированных продуктов и всяческих бесполезных, а еще чем-то себя подпитать витаминами, минералами, может быть, как-то обогащать воду, которую вы пьете. Это тоже принесет большую пользу, и это облегчит вашему телу задачу пройти вот эти 30 дней в стрессовом сложном режиме. Я прочитала еще научные такие данные о том, как очищается и омолаживается тело во время месяца Рамадан. Есть такие клетки, цитокины, они связывают иммунные клетки. Некоторые цитокины вызывают воспаление, а благодаря посту снижается активатор воспаления. Есть такие клетки, как микрофаги. Они пожирают бактерии и вирусы, вы это знаете из школьного курса биологии. И в пост активность микрофагов усиливается. Микробиом, вы знаете, это наш второй мозг, то есть это вся микрофлора нашего организма, и большинство этих микроорганизмов, да, этих
добрых и не очень добрых микроорганизмов, которые в нас живут в балансе и гармонии, находится в кишечнике. И полезная микрофлора кишечника, она на самом деле улучшается. То есть у нас идет оздоровление кишечника за счет того, что пост, вот это вот получается отказ от еды на долгое время запускает производство, да, хороших составляющих микроорганизмов нашего микробиома. Удлиняется, к тому же, удлиняется жизнь полезных микроорганизмов. А вредные, соответственно, не получая сахара, выпечки и так далее, они уже долго не живут. Таким образом, мы улучшаем свой иммунитет. Окислительный стресс – это образование свободных радикалов. Свободные радикалы нам, конечно, тоже нужны, они тоже участвуют в определенных процессах в организме, но в данном случае вот этот процесс окисления свободных радикалов, образования свободных радикалов во время поста, он снижается. То есть мы, в принципе, можно сказать, на период этого месяца усиливаем вот этот антиоксидантный ответ нашего организма на образование свободных радикалов. И тело, естественно, омолаживается. Аутофагия, то есть способность организма перерабатывать старые погибшие поврежденные клетки. И вот эта аутофагия, она как раз происходит тогда, когда мы воздерживаемся от еды. И вот представьте, 30 дней мы словно мощно, массированно позволяем нашему организму убрать лишнее. Вернемся к пользе того, что мы являемся мусульманами. Когда человек читает намаз или читает Коран, слова намаза и чтение Корана настраивают наше состояние на исцеляющие частоты. Это действует на все органы и ткани организма. И важно, в данном случае очень важно, очистить всю негативную лексику, нецензурную лексику убрать из своей речи, потому что это сразу нарушает наше состояние. Это имеет действительно разрушительное действие на наш организм. Во время молитвы меняется ритм электрических импульсов. И иногда настолько снижается мощность альфа-ритмов, что это сравнимо с состоянием медленного сна взрослого человека и состоянием бодрствования младенца от 0 до 2 месяцев. Получается, что сочетание поста, молитв и аятов, трансформации сознания и действий человека влияет на окружающих. Я вот еще поразмышляла, почему, собственно, так важно, не только в исламе, а вообще так важно вот этот месяц выдержать всем. Да, вот в этом каком-то благостном состоянии и в огромном количестве добрых дел, в посте, аскезе и так далее. Но это просто потому, что именно вот так вместе мощно мы можем наполнить мир добром, светом, созидательными мыслями. Мы как будто бы все вместе чистим пространство от того, что мы натворили за 11 месяцев. Понятно, что были и гнев, и, может быть, нецензурщина какая-то, и неприятные какие-то вещи мы делали, и, может быть, ошибки, и кого-то обидели. Ну, собственно, почему вредно не верить в Бога и не быть верующим человеком, вы можете почитать в любых ежедневных новостях. А вот почему полезно, мы с вами понимаем. Потому что вместе, делая намазы, контролируя эмоции, намерения, контролируя свои действия, мы улучшаем пространство в принципе, не только вокруг себя, а вообще пространство, огромное, большое пространство мира, в котором мы живем. Вы можете подумать, ну что, вот мы можем так думать, что мы действительно, нам повезло, мы мусульмане, это все полезно, замечательно, но на самом деле мы говорим сейчас в принципе о вере в Бога, да, о том состоянии, когда человек смиряется с тем, что есть что-то выше и сильнее, чем он сам. Вот с научной точки зрения все это доказано. Ученые института Бехтерева делали опыты
и сделали научное открытие. Они назвали состояние глубокой молитвы четвертым функциональным состоянием мозга. То есть их было 3. Бодрствование, медленный сон и быстрый сон. А теперь есть еще одно. Медленное или молитвенное бодрствование. Это как раз состояние молитвы, глубокой, искренней молитвы. И все 4 состояния одинаково необходимы человеку для того, чтобы быть здоровым. Отсутствие одного из этих 4 состояний разрушает гармоничное развитие человека и приводит к болезни и деградации. Во время глубокой молитвы человек уходит как бы в надреальность, и патологические связи в мозгу и в организме разрушаются. Человек способствует и своему выздоровлению, и еще ощущает, что мир бренен, что все временно, что все проходит. И он принимает истинные ценности и таким образом приходит к Богу. Вы же прекрасно знаете, что очень многие ученые, академики, люди, открывшие какие-то потрясающие вещи с научной точки зрения, в конце концов приходили к тому, что во всеуслышание заявляли: «Я верю в Бога, я поверил в Бога». Все мои открытия привели к тому, что я понял: Бог есть. Конечно же, мы сейчас живем в 2 моделях общества. Есть исламская модель общества и есть традиционная модель общества. В чем разница? В исламской модели общества человек предназначен Аллаху для выполнения определенной миссии. А в традиционной человек – это инструмент для функционирования системы. Разница колоссальная. В исламе ресурсы безграничны. Желания безграничны, но потребности ограничены. Именно это позволяет человечеству жить, получать все, что планета, Вселенная, Аллах дарует человеку, но его экономное отношение, его контроль над потреблением позволяет не уничтожить планету, не уничтожить эти ресурсы, и получить максимальную пользу как от ресурсов, так и от того, как человек проживает эту жизнь. Что в традиционной модели общества? Потребности человека безграничны, а ресурсы ограничены. И вы видите, что сейчас происходит. Да? Заканчивается одно, заканчивается другое, и человек переходит на искусственное питание, на какие-то проблемы возникают с водой, с недостатком многих вещей в питании и так далее. Уничтожаются леса, уничтожается вода, уничтожаются океаны. Все для чего? Для того, чтобы удовлетворить безграничные потребности человека, как будто бы он почему-то важнее, чем все остальное. Нет, человек лишь часть, и он не может быть важнее, и его потребности не могут быть важнее, чем потребности всего, что нас окружает. Третье. Служение интересам человека и общества в целом. Это в модели исламской. Служение интересам человека и общества в целом. Что говорит традиционная модель общества? Служение интересам меньшинства. Это не задействует потенциал человека. Да? Служение интересам меньшинства. То есть те люди, которые взяли больше от ресурсов, от финансов, власти и так далее, да, они, получается, уже эксплуатируют большинство населения, не давая людям раскрыться, потенциал свой раскрыть как-то, а просто заставляя жить, выживать и обеспечивать тот высокий уровень, к которому привыкло меньшинство. То есть настолько кардинально отличается идеология этих 2 моделей общества, и насколько чиста и красива исламская модель общества. Мне хотелось бы завершить, зачитав нравственные императивы мусульманина, то есть перед чем он несет ответственность. И это еще раз докажет и поставит такую большую жирную точку вот в этой теме, почему так хорошо и полезно быть мусульманином. Мусульманин ответственен, конечно же, и отвечает за все перед Аллахом и предписаниями веры.
Мусульманин отвечает перед собственной совестью. Это внутренняя мотивация и самопознание. Мусульманин ответственен перед семьей. Выполнение сыновнего долга перед родителями и родительских функций перед детьми. Мусульманин ответственен перед государством и народом. Выполнение гражданского долга и других функций для сохранения общества. И, конечно же, мусульманин несет ответственность перед всем человечеством. Осознание этой неразрывной связи себя как части с целым позволяет соблюдать дисциплину, позволяет жить по канонам и догмам ислама и позволяет проживать жизнь осознанно и ответственно. Я желаю вам прекрасного месяца Шавваль и следующих месяцев до того, как наступит долгожданный прекрасный месяц Рамадан. И мы снова сможем дать себе возможность стать лучше, чище, красивее, как личности. Всего вам доброго и всего самого замечательного.